те территории республик, которые еще до 12 года, до Первой мировой войны, которые были. То есть они хотели полностью расшириться, чуть ли не дойти до Ла-Манша, там, Лиссабона и Евроазии, у них такие планы были. Вот чем мы имели дело. И вот когда они начали вот эту полномасштабную войну против Чеченской республики, Ичкерия, это было вот начало тогда, 11 декабря 1994 года, началась вот эта экспансия, то есть военные действия, политические военные действия по захвату этих территорий вновь под влияние России, как они говорят, Российской Федерации, России. Мы должны говорить всегда Российская Федерация, и то это не Российская Федерация, никакой там федерации нет. Мы знаем, приняты их документы, и Конституция тоже в 1993 году незаконны, потому что они были приняты не по правилам. Они незаконно расстреляли Верховный Совет, они незаконно вписали в эту свою, скажем, Конституцию, не имеющую никакого отношения к этой ими созданной России, Чеченскую республику, как часть России. Мы, значит, 90, скажем, первого года по почти до 2007-2010 года мы вели сопротивление, потом перешло это в партизанскую борьбу. Но теперь дальше посмотрим, что случилось. Случилось, что после этого они берут и нападают на Грузию, отторгают его территорию и планируют еще больше захватить. То есть то, что мы с вами говорим, они хотели, вот экспансия была, вот она вот продолжит. Вот Чеченская республика, там они как бы, значит, застряли, потому что наш народ очень не хотел под это идти и боролся против, как мог. И мы потеряли очень много людей, мы знаем, 250 тысяч, почти больше даже. И при этом мы, когда боролись, нас вот самое важное для этого было, получалось, что в мире все же это современное международное право, оно должно было действовать, по всем правилам должно было действовать и должно было помогать народам, которые хотят жить в мире, согласии, демократии. Этого фактически, практически до конца это не было. Этого факта вот мы не имели в виду тогда. Это вот развитие в этом направлении, оно, я так понимаю, оно только в становлении, это демократическое развитие, все это только как бы становление, это пути, это система, в которой мы должны вливаться, развиваться, еще все совершенствуя все. Этого тогда не было, наоборот, начали нас тоже подводить, как бы соглашаться, что мы являемся частью России. В общем, вот так вот было, и люди не понимали, те, кто хотели идти по пути демократии, свободы, независимости, и думали, что международное право должно защищать, и великие страны должны их защищать, напротив, а оказалось, что они так даже не обращали внимания и порой между собой как бы помогали друг другу. Вот когда нас столько вот бомбили, убивали, они давали, значит, помощь, делали этой огромной России, они давали кредиты, деньги, миллиарды, чтобы малой кровью, допустим, Чеченская республика была там, мол, подавлена. Они, вот такой путь был. Связано это было с тем, что я вот полагаю, что несовершенство современного международного права, которое должно несколько быть, иначе жестко должно быть эти условия поставлены, и это связано еще и с тем, что его несовершенство в том, что те страны, которые согласились после Второй мировой войны о том, что мы, мол, за права человека, международное современное право, утверждая это, на самом деле цели были иные. У Советского Союза, Китая и других диктаторских режимов. Что они делали? Они
эксплуатировали эти народы, а народы находились в нищенстве, а вот верхушка их богатела. Вот все. И никакой свободы не было. Свобода в том смысле, что эти народы должны были свободны, и каждая личность не должна была быть преследуема политически, и они могли голосовать за новую власть за определенное там время, каждые 4-5 лет по определенным условиям. В некоторых странах, вот западных, это есть, в многих странах это есть, хотя тоже мы можем сказать, что это не абсолютно точно, но есть какие-то отклонения, есть, мы видим это, что есть. Но само направление движения, оно верно. Вот что я имею в виду, направление. Вот, допустим, что в этом? Значит, свобода слова, свобода информации. Я это повторяю, чтобы просто вот запомнили. Свобода информации, свобода, значит, от политического преследования, социальная свобода. То есть, если ты, скажем, человек, лицо, да, он не способен работать, вот ему там социальная помощь, ему жилье должно быть предоставлено. И это, говорится, повторюсь, тут и сейчас. Вот это важный момент. Тут и сейчас. Не чтобы там через 10-20 лет, а должны обеспечить обязательно. И это мы видим даже здесь на Западе, мы это видим. Многие наши даже люди, которые приехали сюда, они видят, что они получили и жилье, и работу получают, и видят, что здесь свобода народа избирает свои власти, хотя не всегда довольны, это не может быть. Ну, они выбирают свою власть здесь и движутся в направлении того, что они забирают там на 2 срока, не более. Так вот, 2 срока и все. По 4 года, 8 лет, или по 5 лет. В Америке по 4 года. 8 лет все, президент, если его изберут даже вот сейчас. Такая ситуация. И поэтому это делает народы этих стран, делает как бы, значит, они достоинство их как бы поддерживают. Но они знают, что они могут взять, проголосовать вот, и, значит, этого президента или эту власть сменить и идти дальше. А в западных, в других, то есть в восточных стран этого нету. Они десятилетиями из года в год сидят там, гнобят этих людей, бросают в эти тюрьмы, но сотворят там все, что угодно, над людьми все, что угодно, убивают, расстреливают, и по национальным, по расовому, ну, как хотите, и своих, и чужих, там, что угодно подводя. Поэтому Чеченская республика изначально, когда наш народ голосовал и выбирал, вот, свой референдум проводил в 90-м году, это общенациональный съезд чеченского народа, то там было прямо сказано, что мы создаем современное государство, и была современная конституция, в которой было сказано, это, значит, суверенное, независимое и демократическое правовое государство. Вот это основа, на которой мы должны все держаться. И здесь на Западе, и там, и тогда это было тогда. Это определено было. Это было решение нашего народа. Теперь против этого решения народа многие вот наши, скажем, даже наши вот из числа чеченцев или граждан Чеченской республики Ичкерия, они ведут какую-то другую работу. Связано, конечно, это враждебно к нашей государственности и к воле нашего народа, который проявил такую волю. То есть мы так. И они начали с нашей республики нападать, чтобы другим было неповадно. Урок, как говорится, преподать другим народам, чтобы они боялись. И этот урок они вот преподали вот там, но они там захлебывались. И если бы тогда чеченскому народу, Чеченской республике помогли, мы убеждены, вот чеченцы мы убеждены, что сегодня не было бы дальнейшего хода этой Российской империи и ее развития. Скажем, она не напала бы на, скажем, Грузию, она не захватила бы территорию Молдовы, она не захватила бы части Украины. И сегодня вот тогда надо было этот вопрос решать и думать. Мы так говорим.
Мы на этих принципах, нас изобразили, как будто мы террористы, бандиты, когда у нас никаких ни террористов, бандитов не было, а наоборот, по всем показателям, которые были даже в Советском Союзе, самый меньший процент преступлений там, и разного рода нарушений было у нас в Чечено-Ингушетии тогда. И это тогда отмечалось, и даже мы никакие такие действия не делали, хотя на нас они пытались проехаться и, скажем, сотворить вот то, что они сотворили, чтобы остальные республики, в том числе и те бывшие, ранее бывшие союзы, подвести под себя. Смотрите, Грузия, смотрите, Молдова, Украина, не только Чеченская республика, а остальные автономные захвачены ими уже тогда были. Ну, вот такая вот ситуация складывалась, и тогда, в те периоды, когда мы боролись против этой вновь созданной империи, которая изображала себя демократическое государство, вот эти Балтийские республики, мы знаем, Литва, Латвия, Эстония, они были как бы пионерами в этом деле, они хорошо вот это все понимали, их природу, мы понимали их природу, тогда я должен сказать, вот за себя говорю, что они, империи, все, а они знали изнутри, они знали все, буквально все знали с правовой точки зрения, документами, что они делали, как делать, где ошибки, все знали. И тогда, помню, часто к нам в направлении нашей такой деятельности приезжали литовские друзья наши, кстати, и этот Ландсбергис, который был тогда руководителем Литвы, и другие руководители, они были наши друзья, мы часто ездили туда, я тоже, кстати, часто очень много ездил, со всеми этими руководителями был знаком. Вот сейчас, к примеру, в Литве снова этот этап новый начался, они готовятся к избранию президента. И нам приятно, что в числе кандидатов в президента Дайнис Жалимас, это бывший председатель Конституционного суда Литвы, но тот не просто такой простой человек, он много раз бывал у нас в Чеченской республике в те периоды вместе с другими литовцами, и я помню, какие вопросы правовые международного плана, и то, как мы обсуждали с ними, это и там, и здесь, в Литве, и в Вильнюсе. Сейчас он идет, как говорится, кандидатом в президенты. И я считаю, что если он придет, скажем, во власть, то это будет очень полезно не только литовскому народу, Литовской республики, но даже и, все на всем постсоветском пространстве, потому что это очень такой твердый, грамотный и умный молодой человек. Сейчас не скажешь, что молодой, я тогда, молодой, все равно молодой, конечно, в расцвете сил. И сегодня он именно такой. За это я хочу сказать, за Литовскую республику, которая движется к выборам. Так, теперь то, что происходит в Украине, мы видим, хотя мы должны были, может быть, начать с нее, но мы видим, что продолжается война, мы видим, что Россия со всеми своими, как говорится, друзьями, диктаторского режима все пытается как-то вывернуться из ситуации и выйти таким образом, чтобы не проиграть, и потом захватить Украину, уйти. Этого нельзя допустить, этого нельзя делать. И в этой борьбе, которую ведет украинский народ, большую роль играет его руководство этой страны, и большую роль играет, конечно, сам народ, настрой народа. Это мне напоминает те года, когда у нас был наш чеченский народ, наши граждане были настроены решительно, несмотря ни на какие там силы или превосходства. Мы говорили, мы не можем быть и не будем никогда
в подчинении и рабами этой империи, потому что их образ жизни – это не наш образ жизни. Мы свободные люди, мы свободно решаем свои проблемы. И также сегодня мы видим, что в первые годы, 2014 года, обманутый народ или перехитрили, так сказать, руководители, тех, которые были, потом бежали. И вот так как бы предательство было тогда сделано против народа. И сегодня Украина себя очень достойно, украинский народ очень достойно борется. И мы со своей стороны, наши чеченцы, наши батальоны, наши люди находятся там, сколько бы ни находилось. И все равно в наших душах, в наших мыслях мы с украинским народом и желаем ей победы, потому что считаем, что это наша общая победа. Ну вот примерно на этом я, значит, завершу. А вы, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте, продолжайте дальше действовать. Я буду слушать. Баркалая Дересхуль. Здесь давно сидит человек, подняв руку. Деги. Деги, тебе слово. Можешь задать вопрос. Разрешить. Деги. Там не... Все, Валя, выслушал. Деги, Далузель, выслушал, Деги. Я Дересхул, выслушал. Ögidu хаттар. Рахаттар отцу поправки шахлятся. Ду. Аиц. Деги, Царизуна. Поправки, бирки хаттар душу, одно и то же. Провокация, саньор, юю, дюч, дац. Хилум доч, дуай, хат. Дала. Поправка, жок модель маситтас. Да, далита. Аслан, бяхма билая. Да, хатта, Деги, хат, мегаду. 4-я статья Конституции. И Ичкерия, официальная религия, государственная религия Ичкерии, ислам. И поправкиш бенебл нах уж нужбу из хаттардар и голосование юкаякни поправкиш. Ну, хорошо, я уже на этот вопрос отвечал, Деги, да? Не один раз. Значит, это было 3 февраля. Если дата не изменит, 3 февраля 1997 года первый парламент провел, вначале готовился к этому, провел заседание парламента, и фактически единогласным образом были внесены поправки 3-го, там и другого, несколько там поправок было, и другое число там было. И внесены были изменения, что ислам является государственной религией. Это было не статья была заменена сама, не статья, а была заменена вот там в статье было указано, что ислам является государственной религией, как это делается, вот как и в других странах. Вот на Западе много стран, тоже демократических, в которых указывается, что у них, допустим, католическая религия есть официальная государственная религия. Это есть, вот, скажем, я сейчас точно не берусь говорить, допустим, в северных европейских странах, где это есть государственная религия. Это есть и в многих других странах. Но самое главное здесь вот что. Надо думать о том, что были на основе этой, скажем, поправки, была ли изменена структура власти, были специальные законы.
Этих законов не было, ни одного закона не было принято. Просто речь шла о том, что, потому что 90 с лишним процентов населения нашей республики были мусульмане, и они вот как бы, значит, были за то, чтобы эту религию, чтобы государство поддерживало ее там. Ну, там связано с тем, что массово это было, государство не должно было противоречить этой религии, помогать ей. Там имеется в виду мечети, имеется в виду разные такие хозяйственные, другие дела, чтобы они помогали. Потому что другие религии, это были тоже сказано, что они будут такие же имеют права, и они могут свободно отправлять свои ритуалы. Вот что было. Но те, которые хотят это говорить, это изменено. Порой там они говорят, потому что я был председателем парламента тогда, что вроде на меня наговаривают, что это я сделал. Но дело в том, что мой голос один, только мой голос был один, а весь парламент за это проголосовал. Сейчас эти депутаты, многие из них живы, может, любой видно, что это было проведено таким образом. И это просто попытка, значит, сказать о том, что то, что мы прошли эту войну, тогда 4 агрессии было у нас. В 91-м, 2-м, потом 94 в ноябре и 94-м 11 декабря 4 агрессии. Мы вели войну, противодействовали и побеждали эту российскую армию и изгоняли ее каждый раз. Понимаешь? И поэтому после этого теперь говорят, вот там мы изменили и пошли идут. Нет, это ничего страшного. Никаких изменений в государственном устройстве не было. То есть основным посылом, основой является, что Чеченская республика – это суверенное и независимое демократическое правовое государство. Все, это основа. И все то религиозники или нерелигиозники, или другие, кто там были, другой веры, они все должны соблюдать Конституцию и ее принципы. Вот о чем речь идет. А те, кто хотят сказать, что это вот так сделано, они должны посмотреть на себя. У них у самих, они, придя сюда на Запад, у них самих, как говорится, много ошибок, которые они натворили. И эти ошибки, они думают, за счет этого, если прикрыть, то это нисколько некую роль в этом плане не играет. И если даже, вот скажем так, такая ситуация, да, то потом, когда мы восстановим наше государство, нашу страну, там, и тогда народ может, если там какие-то есть другие вопросы, может изменить. Может изменить. Это можно провести референдум, изменить, если это что-то. А тогда это было сделано именно так. Никакой статьи специально можно не было. Вот здесь тактично тебя перебить, Аят? Нельзя меня тактично перебивать, потому что я ответил, больше отвечать на этот вопрос не буду. Смотри, Аят, важный момент. Не надо говорить, я говорю, не Ты надо. сказал, что можно провести референдум, чтобы отменить эти поправки. А когда я их не применяли, говорю, провели референдум? Аят. Что? Ты говоришь, чтобы отменить, нужно провести референдум. Я правильно? Не говорю. Я говорю, может, если хочет народ, да? Да, а для этого нужно народ, определенное. Да, по любому вопросу народ может провести референдум или парламент может. Подожди, если чтобы принять эти поправки референдума нет, это может, такие поправки может принять и парламент. Он может принять эти поправки, если это не противоречит нашей Конституции. И если их действия не идут за грань нарушения основы нашей Конституции у нас. Первая статья. Подождите. Да, я говорю, слушаю. Как могут поправки, в принципе, не противоречить Конституции, если они вносятся в эту Конституцию? Значит, они дополняют ее.
Ну, ты Это специалист первое. ты специалист, ты юрист. Аят, смотри, Аят, я тебя Да, не перебивал. смотри, Если вот, здесь слушай открытая меня. платформа, Аят, Нет, можно нет, нет, нет. я, Я открыто, но не глупости говорить. Я уже Аят, пятый раз я задаю отвечаю на вопрос. вопросы, я тебе Если указываю ты... на твои противоречия, Аят. Я предлагаю тебе, значит, уйти отсюда. Если ты нормальные вещи, да, я объясняю тебе, никаких противоречий нету. Почему-то, да, вот на западных странах, демократических странах есть вот эти вот условия, которые религия является, ну, у них католизм, так? Почему они-то? Они что, не демократические страны? Хорошо, ты Вопрос мне задал тебе. вопрос, давай я отвечу на этот Не вопрос. надо, вот я тебе вопрос задаю. Ну, я и говорю, я могу на них ответить. Ответь давай. Потому что в этих западных странах Угу. за эти поправки голосует народ. Если у нас, вот ты говоришь, народ может путем голосования и референдума отменить эти поправки, то я тебе задаю резонный вопрос. Почему не было этого референдума во время принятия этих поправок? То есть Я почему еще раз говорю. этот референдум нужен только для отмены поправок? Все, значит, я объяснил достаточно ясно тебе это все. Почему не было, я отвечаю. Потому что внести в Конституцию, да, внести может парламент большинством. А большинство есть простое большинство, а есть специальное большинство, да, 2/3. 2/3 проголосовало за парламент депутатов, и они внесли это изменения. В случае, если это незаконно, то Конституционный суд выходит на противоречие Конституционному суду, и он отменяет это, и тогда это отменяется. Этого не было. Понимаешь? Вот такая еще процедура. А вот тебе, к примеру, Деги, ты говоришь, вот почему это нет, ты не понимаешь, о чем ты говоришь, я убежден в этом. Я говорю, вот такая процедура. А я говорю, если, допустим, это становится спорный вопрос, любой спорный вопрос, даже не этот, еще мельче вопрос, не такой, да, то его можно определенное количество, я сейчас не помню, сколько там тысяч подписей, народ там выносит, там, и потом ставить на голосование, и это вопрос так решает. И это так решает везде, понимаешь? А ты вот это, почему вот. А скажи мне одну вещь тогда ты. Вот смотри, я задам вопрос. Вот мы приехали сюда, на Западе находимся, да? Здесь кто вот люди, которые приехали сюда, по большому счету являются беженцами. Согласен, да? Беженцами, да? Да. А раз они беженцы, как они могут на Западе создавать какие-то государственные образования? Могут они или нет? Наши государственные образования могут создавать только при освобождении нашей территории, оккупант. И только после этого можно проводить выборы. А здесь на Западе то эти хотят парламент создать, то тех правительств хотят создать, то эти из себя. Вот эти вещи надо смотреть. И здесь на это смотрят как на дилетантство с нашей стороны, здесь на Западе политика, который смотрит, это недопустимо. У нас даже специальный закон есть, что до, значит, изгнания последнего, скажем так, я своими словами трактую, оккупанта, на территории нашей страны не могут проводиться выборы, и никакая власть нового не может назначаться. То есть должна быть только та власть, которая была нашим народом избранной. Только те люди, которые имеют эти полномочия, но не те, которые предали ее, перешли на сторону врага или вышли открыто прямо против нашего, значит, нашей декларации, которую принял наш народ. Понимаешь? Вот о чем речь идет. А я почему так говорю? Мне уже каждый раз задают один и тот же вопрос, не понимая, я это говорю заочно. Я объясняю, вот по этой причине. Именно это проголосовал наш парламент большинством. Это решение не принималось, Олеги, половина плюс один депутат, а принималось 2/3 депутатов. Понимаешь? 2/3 от общего числа. Оно было вот так вот принято.
И теперь говорит там, что это вот эти вопросы я вообще больше отвечать не буду. У меня они написаны, есть в статьях, есть в других местах. Давай эти вопросы оставим. Давайте поговорим о тех вопросах, которые буквально нас тянут в болото здесь на Западе. Давайте поговорим. Что мешает нам, скажем, чтобы здесь на Западе, чтобы вот у нас Украина признала, чтобы другие страны нас признали. Даже Украина признала, и сегодня мы не можем этот вопрос до конца довести. Почему? Убаганду. Что нужно для этого? Вот об этом, если мы поговорили бы, и к этому настроили бы наших людей, которые, я имею в виду, которые есть и на Западе, которые есть и там у нас в самой Чечне, они слушают все это. Я думаю, что они слушают и будут потом и слышать это все. Вот что важно. Смотри, пока мы далеко не ушли от тем, я не буду сейчас. Я понял твой ответ. Он так, я прошу его, ответ. Значит, я больше отвечать Нет, смотри, я все, больше отвечать не буду. Да, если есть еще вопросы, задавайте по теме. Просто дело в том, что здесь есть новые люди, которых я пригласил, которые могут быть не в курсе вот этих вопросов, чтобы не показалось, что мы не даем слова. Вот одни и те же люди заходят и снова говорят про поправки, которые были внесены в 1997 году, тем самым отвлекая внимание, как принято у спецслужб говорить, на негодный объект, таким образом отвлекая внимание от основной темы, которую мы ведем. Это провокаторы самые настоящие, потому что по-другому, люди, которые вчера были ваххабитами, которые вчера призывали отменить Конституцию, что Конституция не нужна человеку, который стоит на страже этой Конституции все это время, вновь и вновь. Вот вчера, которые в 97-м, 98-м, 99-м году призывали отменить Конституцию, им нужен только шариат, им нужно только там халифат и так далее. Теперь же они, когда им тогда пошли навстречу и таким образом пытались каким-то образом структурировать вот эти шариатские какие-то непонятные образования, которые они же образовывали. И для того, чтобы государство могло как-то структурировать, как-то взять их под контроль, вот эти люди тогда не признавали Конституцию. И сейчас просто нарушают, просто абсолютно игнорируя логику, вчерашние ваххабиты сегодня говорят человеку, который стоял на страже Конституции, причем не принимал единолично этот закон. Аят Эдигов не имел права единолично принимать этот закон. И если же кому-то, если что-то не понравилось, что сделал наш парламент, много раз мы это уже говорили, и Аят говорил, и мы все об этом говорили. Если вас что-то не устраивает, дождитесь деоккупации. Войдите в парламент, хотите, проведите референдум, хотите, пройдите в парламент и измените то, что вам не нравится. Сейчас говорить об этом, это целенаправленно заниматься просто провокациями, просто ни о чем обсуждать. Хорошо, Аслан, это я согласен с тобой. Я дам... Разреши мне дать слово Малке. Это наша ингушская единомышленница, проживающая в Соединенных Штатах. Я ее пригласил. Давайте. Да. Малка, вам слово. Добрый день, меня зовут Малика Шагараева, Малика Аздоева, девичья фамилия. Мой муж, может быть, и бывший автуринец Ваха Шагараев. Я живу в Америке, имею достижения, я стала почетной гражданкой Америки, активно занимаюсь политикой. У меня есть вопрос. Мне очень понравилось выступление господина Эдигова. Мне очень приятно, что вы этим занимаетесь, что вы не отказались от борьбы. Я предлагаю свою помощь. Если у вас готов какой-то план, программа,
Что вы делаете, если сегодня в Чечне, в Ичкерии будет вакуум власти? Какой у вас план? У нас в Америке поменяется власть в течение этого года. Ну, поменяется, не поменяется. В любом случае, у нас выборный год в течение нескольких месяцев. Мы за нее активно боремся. Но и с сегодняшней властью я имею очень большие контакты. Поэтому я готова вам помогать на уровне американских институтов власти, включая Организацию Объединенных Наций, находящейся на территории Нью-Йорка. Есть ли у вас план, программа, что мы можем положить на стол американских парламентариев, может быть, президента, может быть, властных структур? Какой план действий, если сегодня в Чечне без власти? Но сегодня без власти там нету. Там есть марионетки, которые сидят. Первая задача – это у нас деоккупация нашей страны и восстановление легитимной власти. Вот план первый, так? Первый пункт – это освобождение нашей территории, как и в других странах, которые были Восточный Тимор и африканские страны. Нам нужно, чтобы это. Поэтому, конечно, после освобождения, после таких разрушений, такой гибели столько людей, у нас есть примерные решения, которые сегодня мы понимаем, что без них ничего не получится. Нам нужно обязательно освободить нашу страну. Нам нужно, чтобы ее признали не только Грузия, скажем, Украина, а чтобы и другие страны признали. И очень хорошо, что вы там находитесь. И я думаю, мы будем дальше на связи. И посмотрим, что нам делать. Конкретно первое, то, что мы сейчас должны делать, это о признании нашего государства как суверенного независимого государства, которое было создано, законность ее, и восстановлении там легитимной власти. И затем дальше, в соответствии с всеми структурами власти, которые были у нас были все планы, все у нас как бы есть. Их нужно только восстановить. Для этого нужно, конечно, чтобы были специалисты. Нужно, чтобы там развернулась работа такая, чтобы но по плану как бы действовать в соответствии с нашей Конституцией, с законами, которые у нас есть. У нас есть здесь другие, как вы знаете, течения, которые пытаются сказать, что это нам не нужно, что это неправильно было, что нужно там другие структуры власти, нужно религиозное сделать или другое. То есть фактически навязывать и хотят во главе этого государства прийти туда. Фактически делается то, что сегодня выгодно Кремлю. То есть эти все движения, которые делаются, одни на религиозной основе, другие на демократической основе. Вот те люди, которые сейчас вот выступали и спрашивали по поводу этой конституции, поправки, это люди, которые сами, ну, я не имею в виду деньги, но если это те, о которых я говорю, то это люди, которые грубейшим образом сами занимались этими разборками, так, и делали все для того, чтобы незаконные вот эти действия против нашего народа и против нашего государства утвердилось мнение на Западе об этом. Бог бы, на этом они работали до сих пор. Теперь некоторые из них стали демократы. Вместо того, чтобы быть, скажем, в рядах тех, кто стоит на основе нашей Конституции, эти люди пытаются сказать, что нам, мол, мы такие, мол, это хорошие, они вот что-то там нарушили, а сами доселе находились все время в отступничестве и в нарушении нашей Конституции. Если прямо сами не находились, то были их участниками. Если бы они на самом деле стали демократами, как они говорят, или другими там, то они должны были бы свою позицию официально заявить. Официального заявления с их стороны нет. Они там придумывают, что они там
такая-то, такая-то партия, не только это, там есть и другие партии, такие же примерно, неизвестно, где они зарегистрированы, и в действии их они порочат, скажем, то решение, которое принял наш народ и воссоздал в рамках современного права наше государство. Поэтому нам нужно действовать таким образом здесь на Западе, план, чтобы мы могли единым фронтом, вот масса людей у нас там, проводить одну линию, одну политику на Западе. А в чем она заключается? В том, что мы должны проводить конференции, заявления, обращения, и все должны стоять на одной позиции. А у нас здесь несколько позиций. И что это такое? Это разнобой, который нам устраивает Кремль и их агенты влияния. Некоторые из них не знают, к сожалению, большого, не знают, чем они занимаются, просто идут по принципу вот, поддержки того или другого лица, или под родственным, или по другим, скажем, принципам, или по религиозным. Но не знают, чем они занимаются. Они должны понимать, что сегодня в мире вот такое вот мироздание, скажем, мировой порядок. И за пределами этого мирового порядка никто не может действовать. Даже это большие страны. Та страна, в которой ты живешь, и даже это Россия и другие страны, они всегда когда-то что-то сделают, пытаются сказать, что мы вот это сделали, но мы это сделали по тому-то, в соответствии с международным правом. Все хотят подвести под какое-то правило современное. А наши вот люди, вот, про которых я говорю, и подобные люди, они говорят, вот они тоже это не соблюдают, и мы не будем. Это, знаете, вот такое сравнение может провести. Они могут, у них есть страна, у них есть государство тысячелетним, сотням лет, у них экономика развита. Они способны, скажем, вынести большие трудности экономические, у них ресурсы большие. У нас же ресурс политический, правовой, это то, что мы создали свое государство, рамка современного права. От него, если мы отойдем, то мы все остальное потеряем. Вот что я хочу. И нельзя это делать. Я объясняю. Абсолютно с вами согласна. Это золотые слова, я подписываюсь, потому что только в единстве можно прорваться, и борьба на самом деле очень сложная. В каждом вашем слове глубокая мудрость, и это должно быть просто железно, должно быть законом. Люди должны объединяться, не искать различия, искать общность интересов. Тогда у меня второй вопрос еще. Хотите ли вы инициировать компенсации за утерянное имущество, за то, что вы вынуждены жить, вы потеряли свою родину, свою землю? Я живу в Майами, у нас арестовано очень много имущества, яхт, квартир дорогостоящих, современных российских олигархов, представителей власти, и я могу вам помочь инициировать судебные разбирательства от конкретных граждан, может быть, коллективные иски, чтобы эти деньги были переданы вам, чтобы это была компенсация за ваши потери. Ну, вот этот вопрос очень интересный. Это такой как бы частный вопрос каждому, да. Но в целом, когда стал вопрос Украины, президент Украины сделал заявление, когда двадцатка собиралась года полтора назад, и там президент Украины внес предложение о, значит, сделать такой, скажем, Нюрнбергский процесс, такой же это на международный уровень, для того, чтобы определить там уровень вот, ущерба, нанесенного этой властью России, Украине, так, и чтобы все это было возвращены были и материальные, и духовные, там, и моральные все ущербы. И они написали, но он не написал о том, что это нужно сделать и других стран. Тогда мы от имени президиума нашего государства написали туда специальное письмо
в котором, как и президент, скажем, Украины, что мы просим рассмотреть эти вопросы. Мы специально даже писали статью, расшифровку всего, что было, чтобы они, когда будут, это чеченский тоже, и грузинский, и, скажем, Молдавии, рассматривали. То есть мы хотим. Ну, а то, что ты говоришь, это очень Я важно. предлагаю конкретно составлять иски, подключить Ну, адвокатов. я говорю, Адвокатов. У нас есть очень много русскоязычных адвокатов. Они вполне способны, они заработают свой процент на этом. И просто наказать деньгами, наказать долларом и показать, все-таки добиться какой-то справедливости. Потому ну что да, тогда это хороший, да, будет да. Это нам прецедент. нужно, это нужно, да, давайте будем думать, надо начать Это чего-то. очень Это обсудить конкретное сейчас. действие. Это просто Да. докажет в судах американских, это уже будет основой для политической следующей борьбы. Если конкретно суды Майами, например, присудят компенсацию вам лично, тем, кто вынужден проживать за пределами страны, ну, своей родины, вас изгнали, вас Россия просто вынудила покинуть свои дома. Да, Это должно быть компенсировано. Да, это очень хороший. Но это здесь я говорю, что надо начать, давайте это буквально, вот, когда мы вот очень закончим просто. вот. Это очень просто. Надо найти желающих адвокатов, кто за это бы взялся, и потом можно по накатанной идти, и уже эти судебные иски положить в основу каких-то деклараций, политических заявлений. Хорошо. Мы это после этой нашей вот этой конференции, которую мы проводим, сразу после этого обсудим, как это начать, чего и как. Конкретно нужен какой-то человек, какая-то судьба, все вопросы. И начать, да? Это очень хорошо. Я думаю, что вот здесь, которые нас слушают люди, война была, наши граждане, а это всем нравится. И очень хорошо, что ты появилась и что ты есть у нас. Адики, давайте. Хорошее предложение. Давайте. Если можно, вот Хали Гали хочет задать вопрос. Хали Гали, слушаем вас внимательно. Хали Гали, вам слово. Алло, меня слышно? Да, вас слышно. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Вот эта девушка Малка появилась, очень такое, конечно, неожиданное и как бы доброе такое пожелание. Она, если из США, мне интересно, знакома ли она с Борисом Палантом, тоже адвокат, тоже российский еврей, и тоже, ну, бежавший в свое время тоже в США. Вот он 40 лет тоже адвокатской практикой занимается, тоже очень умный человек. И мне бы хотелось тоже, чтобы он к вашей теме подключился. И еще бы я хотел такое затронуть, вот, как говорится, республики российские, ну, не российские, а, ну, РСФСР, которые остались в России. Вот, ну, например, Татарстан. Они же тоже, вот, Татарстан провел референдум. И мне кажется, что была такая ситуация, ну, я не знаю, я об этом просто слышал, что когда Минтимир Шаймиев летел к Ельцину на подписание договора о разграничении там и о суверенитете, то он летел с самолетом полным детей, и ему там, короче, помахали крыльями не беспилотники, ну, МИГи, короче, и сказали, или мы тебя собьем, или ты заключаешь с нами договор. Вот я думаю, что вот такая штука была в Татарстане, а в то время как раз проходили эти, ну, несколько атак на Ичкерию, когда в 91-92 году, вот он в 92 году, по-моему,
летел на подписание договора о разграничениях, а потом раз прилетел и вдруг подписал, что договор мы входим в Россию. Вот нет, это было что не вы так. об этом думаете? Это Можете было... что-нибудь сказать? Халигаль, это было не так. В 1992 году, 31 марта, Татарстан, и если я не ошибаюсь, Башкортостан, по-моему, Башкортостан подписал, это были две республики, которые тоже хотели провести вот эту всю процедуру, восстановить государственность свою. Но они не подписали, и с ними там договаривался Ельцин и другие там руководства РСФСР, что якобы на какой-то срок давайте будем, а потом там, мол, определим наши отношения. Вот этот срок вот в этом году как бы прошел, когда они должны быть полностью свободны, независимы. А ничего не происходит. Они так и остались там. Они не создали свои государственные структуры. Они не избрали, новые власти. Они не провели референдум о выходе после того, как скажем, вышли из Советского Союза, все эти республики Советского Союза. Они должны были решить этот вопрос, и никакие договора не подписывать с Россией, с РСФСР тогда. Это был не с РСФСР, это был подпись, в том числе РСФСР, подписали все эти республики, которые были уже не как независимым государством, они должны были избрать свою власть по своим конкретно законам, новую власть. А Ментимир Шаймиев, это бывший первый секретарь обкома партии Татарстана, вы, наверное, знаете, да? То есть его никто не сменил, он остался таковым, как и есть. Но он какие-то подвижки там делал, он был в авторитете, но в конечном итоге он влился в эту всю систему, и там у них находился, остается. Поэтому там взвешена такая неопределенная ситуация и сегодня, и она никуда не уходит, эта ситуация. Вот теперь, если этот срок прошел, как они договаривались, полностью детали я не знаю, надо посмотреть, когда это, и какие там они договоренности у них были. Скорее всего, были там устные договоренности обычно, нет, устные. Там написали непонятно что-то, устное что-то. И вот сегодня Татарстан является как бы, значит, частью этой Российской Федерации России. Хотя на самом деле все эти республики незаконно, не только Татарстан, и все другие, все республики незаконно, значит, вошли как бы в эту новую империю, подписав этот договор, люди, которые не имели на это права. Эти первые секретари обкомов партии или ЦК, они не имели права это делать. Это люди, власти, которые были назначены Советским Союзом. А Советский Союз исчез, а новых властей нет. А эти там остались. Вот в этом вопрос стоит. Галя. Понятно. Я просто думал, что как бы у татар вроде тоже был референдум, и как бы да, они избрали, референдум что у многих там был, отделение. но вопрос в том, что они же не наполнили все атрибутики независимого государства, как мы. Мы, значит, приняли Конституцию окончательно. До этого мы, значит, провели, значит, выборы власти, новые по новой Конституции нашей, так? Создали атрибутику независимого государства. Нас признала Грузия, потом нас сейчас Украина, тогда нас еще признавала это Кипр, независимый, ну пусть это такой, даже Афганистан. То есть мы шли по пути как независимое государство. А они не шли. Все эти годы они действовали как часть России. Вы же знаете это, так? Если бы они бы действовали иначе, то это было бы видно. Просто у них есть общественные организации, которые сегодня говорят, что вот мы премьер-министр, вице-премьер, у нас все это есть. Это так, вот там общественные организации, которые сами себя называют, как и у нас там есть тоже как бы общественные организации, разные называют себя властью, даже не той власти, которой у нас по Конституции нет власти, обозначая. А если Кремль, везде их там поддерживает, вот эти вот отступления идут.
На это серьезные политики, серьезные правоведы на этот вопрос не будут обращать внимание в итоге. В итоге, когда вот ты идешь на переговоры, встречаешься, и тебе вот говорят, пожалуйста, предъявите ваши полномочия, да? Ты должен положить, к примеру, я говорю, за страну или делегацию. Вы должны вот показать, вот наши полномочия. Почему? Вот и вот. Это мы. А если ты пришел и сказал, люди все знают, и полиция знает, кто есть кто. Вот в чем вопрос. И это очень важно в современном международном праве. Действие современного права и законов это или нет? Если это нет, то значит к этому отношение будет соответствующее. Вот о чем я говорю. Вот такой ответ. Ну, понятно. Единственное, что меня расстраивает, что татар нет среди вольных, таких как чеченцы, к сожалению. Но что вот сказать, у каждого своя так история, та или иначе, по-разному это все идет. У нас 500 лет, как нас унизили, так мы униженными и ходим. А вот у меня вот еще вот такой вопрос. Вот Боровой и еще несколько там этих политиков, как бы, ну, российских. Ну, я считаю, что они россияне. Они призывают Украину к капитуляции. Я считаю, что капитуляция Украины, она желается русней для чего? В этом, в 2017 году пришел Трамп, и у Русни и у Украины был заключен договор, что там, ну, с Крымом там как бы проблемы, но никто не воюет, понимаете? Да. И Трамп не мог помочь Украине. А теперь Боровой и другие призывают, чтобы Украина опять заключила договор. Они чуют, что придет Трамп, и Трамп, чтобы опять ему связать руки, потому что если есть договор, Трамп его не может нарушить. Вы можете объяснить это вот, ну, как бы со своей платформы украинцев, что нельзя с фашистами, с Гитлером заключать договор. Вот вы, как вы меня понимаете или не понимаете? Я как бы так. Ну, я считаю... Израиль не заключает же договор с Хамас или с Ираном, правильно? Ну, я могу что сказать, что наша позиция четко и ясна. Мы против разных договоров с Россией. Она должна освободить территорию Украины, должна освободить чеченскую территорию, освободить грузинскую территорию, молдавскую и освободить территорию Белоруссии. Вот наши. Да. Вот это, после этого будем остальные. Только после этого можно с ними вести какие-то переговоры и о дальнейшей судьбе. Все, мы так считаем. И в наших выступлениях мы везде это говорим, что это так должно быть, и Украина на этом тоже настроена. А то, что кто-то там говорит, то или это, они что решают, эти либералы? Они фактически хотят вместо России, то есть Путина, прийти, сесть туда, и потом что? Управлять они такие же будут, как и этот. Нет никакого сомнения. Конечно. Вот так вот. Рахмат. Ахмад Масар. Да, спасибо тебе. Вопросов нет. Хорошо. Аят, пока есть возможность, я бы тоже немножко задал бы вопросы и хотел бы поинтересоваться на цели и задачи нашего президиума. Аслан, извини. Здесь к нам гости, мы с тобой можем говорить, когда нет вопросов, если есть кто говорит, хочет, давай пусть они дадут. Спроси. Да, я просто не вижу никого, кто поднял руку или кто спрашивает, поэтому я решил может, стесняется. от себя. Ну, здесь вот одни и те же, которые будут спрашивать про Конституцию, есть тут один и тот же, который про Конституцию, это же не интересно, или же все-таки... Не знаю, может быть, он с другого угла задаст. Ну, спроси, а потом... Это опять Малика, позволите мне добавить к ответам.
вашему татарскому собеседнику. Он упомянул Америку, во-первых, он про Бориса Паланта спросил. Борис Палант – адвокат иммиграционный из штата Нью-Йорк. У нас каждый штат обладает независимостью государства, поэтому в другом штате, даже если бы он был адвокатом по гражданским делам, он не мог бы представлять интересы. То есть, во-первых, он иммиграционный адвокат, во-вторых, он не проживает в этом штате. Это первый мой ответ. Константин Боровой не является гражданином Америки. Он абсолютно, его голос, может быть, слушаете вы, но здесь он не является политической фигурой, и он абсолютно не влияет ни на что. Он является просителем политического убежища, и его статус еще не определен. То есть он даже не имеет права голосовать. В отношении В отношении Трампа последнее, что я хочу сказать. Трамп, я его сторонница, я трампистка, я была его гостем у него лично дома в 2015 году. Я избралась в ассамблею штата Нью-Йорк, и мы делали даже совместные какие-то мероприятия, потому что мы шли от одного штата Нью-Йорка, от одного города вместе с Трампом от республиканской партии. Но на сегодняшний день я не вижу, что у Трампа есть шансы стать президентом Америки. Он не дойдет, его имени не будет, скорее всего, по моим прогнозам личным, в избирательных списках. Все идет к этому. Поэтому делать ставку и обсуждать те договоренности, которые были заключены Трампом когда-либо, это уже не актуально. Мир сегодня меняется так быстро, так все происходит быстро. Поэтому я снова повторюсь, что мы должны успеть в этот поезд вскочить и свои задекларировать требования, претензии к этому миру, потому что агрессия в отношении Чеченской Республики, геноцид чеченского народа не получил осуждения и не получил должной оценки мировой. Да, это хорошо, что говоришь. Хорошо, очень правильно. Все. Спасибо. Да, спасибо, Малка. Я лишь бы добавил, что даже если Трамп, как бы вы говорите, не избираем, то все-таки за него голосует, пусть даже 40% Америки. Значит, мы не должны отвергать Америку, правильно? 40%. Нет, он не будет, его имени не будет, он не... Уже сегодня штат Колорадо применил к нему поправку Конституции, по которой он не имеет права никогда никуда избираться и не занимать никакую государственную должность. Насчет этого, я как раз сегодня слышал выступление на континенте Бориса Паланта. То есть ему запрещается участвовать в праймерис. Но там есть еще другая процедура, которая как бы отменяет этот праймерис. Это, то есть там очень такая умная адвокатская борьба, поэтому если хотите, познакомьтесь с ним, и будет приятно. Я с ним лично знакома, и очень давно, много лет мы знакомы. И то, что говорит Палант, не совсем так. Палант немножко популист, и он раскручивает, он написал несколько книг, он заинтересован продать свои книги. Я вам могу рассказать больше. То есть он преследует совершенно другие цели. Он лукавит. Я вам скажу прямо, потому что никогда не применялась эта поправка, она применяется впервые, и у Трампа ни малейших шансов нет занять когда-либо какую-либо должность и ни с какого боку зайти на предвыборную гонку. Я представляю интересы Ники Хейли. Она, кстати, ярый борец с Путиным. Она была лучшим нашим представителем в Организации Объединенных Наций. Она была бы большой нашей помощницей. Я в ее штабе, я представляю ее интересы. Я заинтересована напрямую, чтобы она победила от республиканской партии. И для нас бы открылись очень многие двери. Не надо, знаете, говорить о Паланте и говорить о его популизме. Это не совсем так. Хорошо. Я согласен.
И извините, Я что согласен, я резко, согласен на Ники Хейли. резко, я скажу, я гораздо больше специалист в этом Я деле, знаю, потому что она что тоже крутая девочка. послушайте, Ники Хейли 2 срока была губернатором штата Южная Каролина. Первое, почему я агитирую за нее, потому что она дала возможность открывать бизнесы, малый, средний бизнес из богом забытой южного штата, очень бедного, просто совершила чудо. Люди из Нью-Йорка в то время переезжали в Южную Каролину, и я говорила: вы что, с ума сошли, вы едете в тьму таракань, куда вы едете из Нью-Йорка, из такого штата, где столько возможностей. Они говорили: ты не понимаешь, какой там рассвет. То есть она проявила себя дважды на посту губернатора. Она проявила себя как посол в ООН. Она перевернула с ног на Десантис тоже голову. хороший. Перевернула. Десантис мой губернатор. Я в этом штате живу. Но как президенты они никакие. Я не хочу, чтобы он был президентом. Это долгая тема, долгий разговор. Зато Трамп отменил все войны на земле. Это правда, это правда. Трамп лучший президент на моей памяти, но, к сожалению, о сегодняшнем дне и завтрашнем дне мы планируем жизнь на завтра. Мы должны относиться ответственно, и жить вчерашним днем не поможет нам. Мы должны все-таки... Благослови Америку. Да, Америка замечательная страна, и этими рычагами, и этими возможностями я приглашаю вас пользоваться. У вас есть канал? Спасибо. Спасибо. Да, извините, у меня есть канал, да, я много лет работаю со средствами массовой информации, как русскоязычными, так и американскими. У меня есть какой-то уже авторитет, связи, плюс личные достижения. Да, я получила награду «Женщина года» в 2015 году за оказание помощи после урагана Сэнди. Я психолог, и я 5000 человек помогла им как психолог катастроф. Кстати, это тоже проблема для Чечни. Тоже люди, пережившие войну, тоже нуждаются в психологической реабилитации. Да, конечно. Это тоже отдельная тема. Вы сегодня наш подарок. Скажите ваш канал. Я не очень... Я больше делаю, чем говорю. Я не люблю этого популизма. И, к сожалению, так много требуется сил для того, чтобы реально что-то сделать, что не всегда остается время сидеть и рассказывать про... Ну, вот Юра Табах, наш общий знакомый, он когда-то снял он Таргет, у него программа. Он сделал со мной передачу у меня дома в Майами, в моей квартире. Если вам интересно, он взял там у меня интервью, можете послушать. Но речь не обо мне, речь о целом народе, о целом государстве, об Ичкерии. Поэтому я думаю, что все-таки нужно нам объединяться и бороться за свое достоинство, за свободу. А самое главное, чтобы преступники получили наказание, которого они не получили, не понесли. Я с вами согласен. Спасибо вам, спасибо, что вы появились. Спасибо. Да, извините, что так много времени отняла. Мне очень интересно все. Будем продолжать. Ну, давай тогда, Аслан, кто? Ты? Ну, я дам слово тут человеку под ником Вахарху. Вахару, это которого, если я знаю, это очень интересно. Вообще-то Бахарху. А? Там Бахарху. Бахарху. Söylediklerim. Да, Узель. Ахиад Сахатар Дерца. Раскамата, чтобы все знали. У меня вопрос насчет того, что было. Давай. Когда вот у нас парламент перестал действовать, Штхатар Дерца вел. Еще один вопрос у меня был. Когда у нас вот само государство перестало быть демократическим? Первое. Значит, наше государство, власть разделена на 3 ветви. Это законодатель, исполнитель, судебное и еще вот эти
органами самоуправления по всей республике. Парламент по положению и по Конституции может принимать постановления и законы, половина депутатов плюс один. Вот он может принять половину законы. Вот с того момента, когда он уже не мог принимать какие-то решения, с этого момента можешь считать, что парламент уже не может принимать дальше решения. Депутаты парламента, которые есть, да, они должны фактически действовать по тем законам и по той Конституции дальше для того, чтобы восстановить это право и чтобы мы могли дальше работать. Этому способствовала агрессия нашей территории, это разрушение нашего государства со стороны России и захват нашей территории. То есть я имею в виду решение, постановления парламента и законы так, а принимать решения, которые являются конституционными, это не половина плюс один, а 2/3 депутатов. То есть, если, допустим, вот у нас 63, то 42 депутата должны конституционные решения принимать. Вот с того момента, когда парламент уже не мог принимать решения, никакое решение не мог принимать, вот с этого момента парламент прекратил действовать как парламент, то есть принимать постановления, законы, а тем более конституционные изменения. Вот этот один вопрос. Второй какой у тебя был? Я вообще про Конституцию не спрашивал, а это мне она как-то неинтересно. Я хотел узнать вот про парламент, когда он перестал действовать. Вот реально. Если так реально, то это он прекратил действовать где-то в 2004 году, грубо говоря, в 2004 году. Почему? Потому что с этого момента, значит, депутаты парламента, которые, вот это был 2004 год, когда часть депутатов выехала в Москву, я об этом статья целая написана есть, выехал в Москву в поддержку Путина, так, его заявление о том, что на территории, оккупированной территории, что они проводят референдум, поддерживают проведение референдума, под пушками и под бомбами они согласились и написали заявление Путину. Второе, они там заявили, что они объявили импичмент президенту. Импичмент президенту, то есть они его как бы, значит, снимают с должности, хотя они не имели права. Так? С этого момента они, значит, все эти решения, которые они заявили, это антиконституционно, нашей декларации о независимом государстве, и страна, которая оккупировала нашу страну, на их сторону перестепена депутат Бар, и поэтому у нас не хватало уже людей, которые имели право проводить это решение дальше. Да, понятно. Если ты предал, значит, перешел на сторону, но когда ты их спрашиваешь, депутатов, да, они говорят, мы там не были. С другой стороны, один из них сказал, что их было 26, другой 32, третий 42. Они же не будут сознаваться, понимаете? Мы не можем это расследовать, находясь, скажем, где угодно. Это специальное расследование, кто там был и что. Поэтому, когда вот так, они подкупали депутатов наших, понимаете? Они им платили, они между собой даже ссорились, потому что там какие-то были у них финансовые, может быть. Кто из них конкретно был, сказать невозможно. Ясно, что 3 депутатов там сели в Москве, сделали заявление, которое я сейчас сказал. А кто за этим стоит? Они сказали, вот такие-то количества были, и то разные, понимаете? И это, значит, получается с 2004 года, когда Кадырова начали в Кремле назначать старшего, да, с этого момента это началось, и уже следующую с Кадыровым, когда они назначили, сюда на Запад приехали 15 депутатов, да, Россия их, собственно говоря, организовала поездку сюда.
так? И потом должны были еще 17 приехать. И здесь на Западе было 12. То есть они хотели собрать 42 депутата, и на этой основе им заплатили, кому-то заплатили деньги, около 300 тысяч там тогда были эти евро, и они это мероприятие не смогли провести здесь, потому что это было, значит, незаконно, во-первых. Во-вторых, люди, которые были среди них, и в том числе и я, мы разъясняли ситуацию, очень большие были, так сказать, разговоры, и многие из тех, которые приехали, уехали назад, а часть, которые должны были приехать, они не приехали, поняв, в чем дело, понимаешь? А оставшиеся вот эти несколько человек, из них они себя заявили, что они парламент. Они же не могут заявить, что их никто не избирал никогда не назначал. Они сами себя заявили парламентом. И притом они люди, которые сейчас мне этот вопрос задавали некоторые, они в том числе, одни из них, из числа людей, они утверждали, что они изменили приняли закон, согласно которому, что мы теперь принимаем любое решение от того количества депутатов, сколько есть в наличии. То есть в Конституции написано, что решение принимается, я сказал, постановление и закон, чтобы было больше половины, так? А конституционные 2/3. А эти сами просто взяли, написали, сами несколько человек, что и на этой основе здесь это все, всю муть, которая здесь есть, крутили. Я тоже со своей стороны сказал, что это незаконно, где вы в Конституции написано это, а вы говорите, что так, как это? А нет, а мы так считаем. Понимаете, у них такие рассуждения. Это на уровне дилетантства. Поэтому я говорю, что такая ситуация сложилась. И потом, значит, дальше там были еще другие процессы. Ты об этом не спрашивай, я не буду рассказывать. На твой вопрос я ответил, мне кажется. Так. Да, спасибо. У меня второй вопрос был, касаясь государства. Само государство, оно было демократическим, правильно? Оно было, да. Оно, я сказал. И до конца было. Нет, смотри, оно в 92 году, 12 марта, была принята Конституция. Первая статья говорит, что это суверенное и независимое демократическое правовое государство. Это отменить никто не может. В статье 16 написано, что наиболее важные вопросы, наиболее важные и нужные вопросы, значит, решаются референдумом или опросом населения. То есть, что что было написано там, да, первая статья, да, ее никто не изменял. И Конституцию изменить никто не мог, потому что эта Конституция соответствует референдуму нашего народа, который был принят в 90-м году, общенациональный съезд чеченского народа. Видите, это оно 1 к 1 еще. Видите? Поэтому ее изменять никто не имеет права. Ни президент, ни парламент, в целом Конституцию изменять. То есть эта основа, которую я сказал, первая статья, да, именно с ней должно быть все регулировано, остальные все дела, все статьи, все. Если она будет противоречить этому, то это уже считается незаконно. Для этого есть Конституционный суд, который должен дать оценку этому. Вот такая ситуация. Понял? Да, понял. А когда это все перестало быть? Оно не перестало быть. Оно просто ввиду того, что оккупирована наша страна, так, оккупирована. И мы не можем действовать сейчас. Оно есть, но нам нужно освободить нашу территорию и работать в соответствии с этой Конституцией. Должен работать каждый гражданин нашей страны, каждый депутат, каждый, скажем, человек, который есть в правительстве, который на этих позициях. Они должны для этого. Для этого мы должны на Западе везде объединяться и работать для того, чтобы мы могли здесь на Западе показать, что все эти ярлыки убрать, не позволять здесь эти разговоры, которые ведут
о том, о сём, отходы, мы такие-сякие. Единая вот эта позиция должна будет соблюдаться. Вот возьми сейчас вот эти закайцы. Они совершенно не имеют никакой основы ни в чем, а везде разъезжают, говорят, мы власть. Кто с ними возит? Кто их возит? На какие деньги они ездят? Кто их вот финансирует? К примеру, я говорю. Но даже если кто-то, у них есть какие-то деньги, где основа того, что они являются таковыми или премьер-министрами? У нас такой должности нету премьер-министра в нашей Конституции. У нас кабинет министров возглавляет по закону президент, называется. Понимаешь? Поэтому они в этом смысле и дилетанты, с одной стороны. С другой стороны, они вот все вопросы, которые, допустим, я поднимаю, и мы, другие в президенте поднимаем, ни на один вопрос они не отвечают, а просто бегают вокруг да около, и людям остальным, и в мире вот эти вот рассказы ведут, и их сторонники, которые у них есть сторонники, здесь на Западе тоже разные есть это движения, понимаешь, политические, они держат много партий. Есть и такие партии, которые Россию поддерживают, есть и такие. Используя вот это все, они занимаются вот этим вредоносным для нашего народа деятельностью вредоносной. Вот о чем говорю. Сказать, что нашего государства больше нет, мы не можем, потому что, вот смотри, эти балтийские государства, Польша, даже это Франция или другие, они долгие годы были под оккупацией, а потом они раз взяли, освободили свою территорию, восстановили свою конституцию, которая была прежде у них, так, свои законы и стали дальше жить. И также и мы должны это понимать. Баркал ДРС Холон, Ахед. Баркал Масери. Масарнах Баркал. Так, если есть еще вопросы, прошу вас, задавайте вопросы. По нашей теме, желательно было, чтобы по нашей теме или вопросы, или высказывания, тоже, наверное, Аслан, было бы лучше, да? Могли бы сказать и вопросы, и могли бы... Mūsā teīpo došļoša, mūsā вистолитивай. Давайте. Так, ничего. Куда он делся? Вот, mūsā, он дошло. Муса, а микрофон халатия. Тебе надо нажать на микрофон. Все, микрофон у тебя включен. Муса, говори. Летир. Летир, он хорошо. Саламашу Мусарга. Машала Аяс, Дешнул канал, да? По-русски, пожалуйста, Муса. То, что говорит Ахьят, то, что он объясняет, это очень трудно. Это очень трудно догнать, понять. Поскольку Ахьят говорит как политик. Он не Арестович, он не какой-то там, я не знаю, какой-то Абдул-Баки там. Он говорит то, что мы должны все понять. Ахьят нам объясняет элементарные вещи, которые мы все должны понять и догнать. Просто представьте себе, когда я сюда приехал, в Европу, и когда я с Ахьядом встретился, Валлахи, Ахьяд подтвердит это, и он мне начал про этого Закаева говорить, ругать его.
Закаев был моим другом. Валлах, это правда. Ахьят подтвердит. И я был недоволен. И я начал, что называется, там, какие-то фразы там, ну, противоречить. А потом, ну, я молодой, помоложе его. Не молодой, а помоложе его, точнее. И поскольку Закаев был моим другом, я за него заступался. А потом, когда вся эта гниль полезла наверх, да, мне уже было стыдно перед тем же Ахьядом. Иса. Его Иса имя, а по паспорту он Ахьяд. Единственное, перед кем мне было стыдно, это перед Ахьядом. Почему? Потому что он меня предупреждал, он мне говорил, он мне объяснял, он как учитель в школе рассказывал мне. Валлах, до сих пор мне стыдно это. Все. Так, есть еще вопросы? Есть еще вопросы? Так, вопросов нет. На аят я тоже хотел задать вопрос, пока нет желающих задать. Я бы хотел вот узнать по поводу той работы, которая ведется именно в отношении Украины. Я знаю, что очень много вы делаете, президиум делает, но встречного движения со стороны Украины, со стороны президента Украины, администрации президента Украины, мы что-то не видим. С чем это может быть связано? Можете нам рассказать вот именно в этом направлении, какая ведется работа и есть ли вообще какие-то перспективы в этом смысле? Потому что мы очень много делали для Украины, помогаем, поддерживаем Украину, наши бойцы воюют в Украине, но почему-то Украина использует больше симулякров, чем настоящих, реальных представителей, законных представителей, легитимных представителей чеченской власти. Аллах, высхал мегису. Аят. Да, я слушаю. Да, Аят, жоп. Да, Муса, висхало. Sabah simulaklı yar doçtur dedi. Doçtur. Hon hoğuk daçır. Doçtur. Sabah şoldur raha mesela Ukrayna aydlı ve çıgıra aydlı kaçta ağırlı olmadaçı. Daçı. Akhan mesela aydın lüş olçun Ukrayna aydlı lüş olçun wen peyde daçır. Вее сабрила аол вегенер хаусышты венгенер го китя сад шола бляха масала сорез вац аха масала цаэй веш украинер ваш вужош извинитат من وجهش وصل من أي المخيطة سابدي سوشك والتا ويه от Украины чуйхар хам дол чамана юқай ғорт вай бақ уяц юқай ғорт шханахар хо цучу ивиештва хо со цучу вац хо со граждан шбац видите, аз машала сам агдог шадух двоттгы бу на қосу қосхабы ахтына дабағына
Цундела عادل украинский عادل ده حو أعداش القمة الله دعاك بريزن правительство صدقش وات ولا أما حلو عادل أخملخ بيت خلوين ألاحظ ميك دوتش ты как журналист, как блогер, ты должен абстрагированный рассказывать, что дится, хай бакуя. Amma лера бакуят. Давай, значит, я отвечу на этот вопрос, давайте. Муса, давай я отвечу. Сабри Раиса, бех билла, сочак вальта. А ты... Сочак вальта. Давай, раскам отодиться, адоханам. Раскам это, где малых мата, сун цатов. И Украина война о мехе. Украина для нас важна. Украина та страна, которая может и в состоянии и обязана сделать все, что мы мечтаем, что называется. И только Украина сегодня может в состоянии сделать, реализовать, через Украину мы можем реализовать те наши нарративы, которые для нас важны. Я думаю, что здесь вопрос, который мне задал Аслан, он имеет свою на то право, и я на него отвечу. А то, что вы говорите между собой, потом по-чеченски, многие, наверное, не поняли, да, мы не должны ни в какие там внутренние дела вмешиваться, но свою позицию мы должны тоже говорить, тоже, потому что мы должны видеть и говорить свою позицию для пользы, скажем, общей нашей проблемы. По поводу того, что вот еще бы, вот, который слушает, я хочу сказать, что Аслан не случайно задал этот вопрос. Дело в том, что 18 октября 2022 года была признана Чеченская республика Ичкерия. В виде формировка была такая, что Рада признает, значит, что это оккупированная территория Чеченской республики Ичкерия и осуждает геноцид чеченского народа. Эта формулировка была принята таким образом, потому что наша страна действительно оккупирована, и это значит, следует, что она должна быть освобождена, незаконно оккупирована, и то, что столько людей у нас убито на геноцид наш, которые совершили, они осуждают. Это очень важное такое признание. С другой стороны, мы говорим, что раз такое есть, и эти заявления, и эти обращения к этому украинскому парламенту мы начинали делать, еще помню, с мая за год до этого, с мая месяца еще. Мы работали вместе с украинскими политиками, их правоведами, которые там были в Украине, и разрабатывали вот этот проект, который был принят ими фактически. И когда этот проект фактически был принят 18 октября, то после этого мы писали, общались с украинскими властями, писали письма прямо, значит, самому президенту, администрации, в Раду и общались с их властями. Но до сих пор, как говорится, дальнейшие события, вы знаете, что там очень трудные события идут, война идет, и то, что они сейчас не признают, сказать, конкретно кого-то, скажем, какую-то власть или какое-то, что они на этом уровне это
все держит, это нас беспокоит, это надо сказать. И мы по этому поводу, в общем, обращались к властям Украины, но я надеюсь, они этот вопрос решат, потому что они принимали это решение не против каких-то самозванцев, не против каких-то общественных деятелей, то есть не по их призыву, нет, не для того, чтобы с ними общаться. Они это признавали и делали это с теми, скажем, членами нашего правительства, кто является избранными нашего народа по международному праву и по нашей Конституции. Мы это четко и ясно понимаем. А так как там этот процесс как-то не решается, мы видим, что в этой Украине идут внутренние распри. Мы же видим, оттуда говорят, этих винят, те, других винят. То есть идет там не только война физически, там идет информационная война. И мы надеемся, что и в этой войне Украина и украинский народ, и их власти победят, и мы вместе потом продолжим нашу эту работу. А работали мы, еще я помню, вот до признания, которое было принято, еще в мае месяце мы должны были уже выехать туда. Я, там Алла, еще несколько человек выехать туда. Но с тех пор, хотя мы отправили все документы, им хотели обсуждать, что они тянули туда-сюда, не получалось так, и мы не поехали в Украину. Но мы непосредственно общались. Более того, они сами выезжали сюда, вот в Польшу, и мы туда ездили в Польшу, встречались с ними. Мы вот такую работу вели, я хочу сказать, чтобы вы знали. Но после того, как это все было так вот решено, здесь все говорят, это мы сделали, да, все это сделали мы. Это сделал наш народ, который столько воевал, столько вот показал всему миру вот такое, принял вот такие-то, значит, правовые акты, решения нашего народа. Вот на основании этого все было сделано, а мы только способствовали тому, что это было сделано, и эти формулировки предлагали. Единственное, что эти формулировки, которые там приняты, это наши конкретно формулировки, скажем, президиума и людей от украинской стороны вместе. Они есть опубликованы еще задолго до принятия. Эти же формулировки, именно эти формулировки, именно с такими формулировками мы отправили наши заявления, обращения еще Балтийским республикам, так, отправили Польше, всем органам власти, президенту, Сенату и Конгрессу Польши всем отправили тоже, так, и готовились и дальше это. Но с Украиной вот такая ситуация, дальше я не буду рассказывать, и я считаю, что мы должны очень внимательно за этим следить. Муса тоже беспокоится, видимо, поэтому говорит, никто их не осуждает, никто их не ругает. Мы говорим о том, что там вот какие-то дела происходят в Украине. Мы видим, потому что идет критика со всех сторон. И мы желаем Украине, чтобы она из этого информационной вот этой блокады, информационной вот этой войны тоже вышла победителем. Для нас очень важно, что Украина и их парламент вот такое решение принял. Это очень важно. И мы им благодарны. Это исторический документ такой. Вот я как отвечу на этот вопрос твой, Аслан. Баркалдерис худает. Так, если есть желающие задать вопросы, задавайте и в ТикТок, я могу зачитать и в YouTube. Или же, если вот 27 участников, кто у нас сейчас принимает участие непосредственно в Telegram. Мустанг, может, у тебя есть вопросы? Может, у кого-то еще? Хасан, кто еще хочет задать вопросы? Нету вопросов? Да, пока стесняются все. Или если уже... нету вопросов, мы уже говорим почти 2 часа. Да. Можно и завершить, почему там мы не должны выжимать. И потом, наверное, завершим тогда. Как вы считаете? Я думаю, можно завершать аят, если вопросов нет больше. Да. 2 часа, я думаю, достаточно.
Да. Поблагодарим всех, кто в этом участвовал, особенно татары, наши братья и наши представители в Ингушетии, все. Ну, все послушали, все поговорили. Потом, наверное, у них вопросы появятся и дальше. Как вы считаете? Давайте, как хотите. Да. Будем прощаться тогда, конечно. Да. Стали уже все, да. Тогда сегодняшний стрим мы закончим на этом. Спасибо всем, кто принял участие, кто и слушателям тоже огромное спасибо. Не пропускайте каждый вторник в 17:00 по европейскому, по центральноевропейскому времени. Информационно... 19:00, 7 часов, 19:00 вечера, 7 часов вечера. Каждый вторник. Всегда вам рады, приходите, давайте общаться. До свидания всем.